В эфире новости спорта. Здравствуйте. Открытая продажа билетов на турнир UFC, который пройдет 9 ноября в Москве, начнется в пятницу 13 сентября. Напомню, на этом турнире свой второй бой в самом престижном промоушене проведет якутянин Григорий Попов. Его соперником станет 33-летний британец Дэйви Грант, на счету которого 10 побед при 4 поражениях в ММА. В активе россиянина 13 побед и 2 поражения. О своем дебютном поединке под эгидой UFC Григорий Попов уступил американцу Эдди Вайленду. Турнир в Москве пройдет на стадионе ЦСКА-арена. ЦСКА билетов будет начинаться от 2000 рублей. Сборная России по футболу этой ночью проведет гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы против команды Шотландии. Встреча пройдет на арене Хэмден Парк в Глазго. В данный момент российские футболисты занимают второе место в отборочной группе А, набрав 9 очков. Шотландцы идут четвертыми, в их активе 6 баллов. После матча в Глазго сборная России проведет в этом месяце еще одну отборочную игру. 9 сентября подопечные Станислава Черчесова дома примут команду Казахстана. Стартовый свисток матча россиян с шотландцами прозвучит этой ночью в 3:45 по якутскому времени. Сборная России по пляжному футболу в серии послематчевых пенальти проиграла команде Белоруссии в первом матче группового этапа суперфинала Евролиги. Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош. Основное дополнительное время встречи завершилось со счетом 4-4. В составе российской команды отличились Алексей Макаров, на его счету дубль, Артур Папоротный и Федор Земсков. У белорусов мячи забили Валерий Макаревич, Юрий Петровский, Денис Самсонов и Илья Савич. В серии пенальти белорусская команда выиграла со счетом 2-1. В следующем матче россияне встретятся с испанцами. Матч пройдет сегодня. Завтра на паркете подмосковного зала «Полет» якутский мини-футбольный клуб «Заря» проведет свой первый матч нового сезона Высшей лиги России. Соперником подопечных Олега Марченко станет столичная команда «Спартак». Напомним, «Заря» заявилась в Высшую лигу после годичного перерыва. В команду вернулись лидеры прошлых лет: Никита Евтушенко, Яник Самплей, Афанасий Федоров, Дмитрий Матицын и Алексей Костенко. Игра со «Спартаком» стартует завтра в 21:30 по якутскому времени. Трансляция матча будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. Казанский «Акбарс» одержал выездную победу над хельсинским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-2. В составе казанцев заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Патрис Кармье, Кирилл Петров и Джастин Азеведа. У «Йокерита» взятие ворот провели Анти Пильстрема и Тему Эронина. После двух проведенных матчей «Акбарс» идет вторым в Восточной конференции, набрав 2 очка. «Йокерит» замыкает таблицу на Западе, имея в активе 0 баллов. В следующем матче финские хоккеисты примут Рижское «Динамо», а казанцы на выезде сыграют в Сочи. Обе встречи пройдут в субботу. Все игры текущего сезона Национальной хоккейной лиги будут показаны на платформах Яндекса в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба российской компании. В четверг стало известно, что Яндекс выкупил права на эксклюзивный показ матчей НХЛ в России. Соглашение рассчитано на 3 года. Отмечается, что трансляции можно будет посмотреть бесплатно с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно будет на любых устройствах. Кроме того, зрителям будут доступны повторы матчей и лучших моментов. Не менее зрелищные хоккейные баталии в этом месяце стартуют в Южной Якутии. Нерінгри примет матчи первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей до 17 лет. В турнире примут участие 6 ведущих команд Дальнего Востока, которые оспорят чемпионский титул по круговой системе. Нашу республику на соревнованиях представит команда «Энергия», состоящая из игроков спортивных школ Якутска и Нерінгринского района. В первом туре якутяне проведут сразу 3 домашние встречи с представителями клуба «Адмирал» из Владивостока. Первый матч состоится 9 сентября. Итоги первенства будут подведены 23 марта 2020 года. К этому часу это все спортивные новости. О новых событиях в жизни якутского и российского спорта мы расскажем в следующих выпусках.